Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня наша встреча посвящена жизни и творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова, одного из самых значительных и ярких писателей XX века. Надеемся, что наша встреча поможет вам лучше понимать свой внутренний мир, чутко прислушаться к своим и чужим душевным переживаниям. Он прочитал сочинение мастера и просит тебя, чтобы ты взял с собой у мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? Мне ничего не трудно сделать, и тебе это хорошо известно. А что же вы не берете его к себе в свет? Он не заслужил света, он заслужил покой. Передай, что будет сделано. Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже. Этим диалогом ученика Иешуа Левия Матвея и Воланда в одной из последних глав романа «Мастер и Маргарита» определяется судьба главного героя романа и его возлюбленной, той, которая любила и страдала. Она была рядом, вдохновляла и помогала переносить лишения, разделяла боль и горечь гонений мастера. Им выпало быть вместе в жизни, и они будут вместе после смерти. С мастером, который не заслужил света, а заслужил покой, Маргарита разделила свою судьбу. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Это извечная мечта всех влюбленных – быть всегда вместе и умереть в один день. А какое место занимала любовь в жизни создателя великого романа Михаила Афанасьевича Булгакова? Любовь выскочила перед нами, как из-под земли, выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу, обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож, говорит о любви словами мастера великий писатель. За не очень длинную, но бурную жизнь вот так же внезапно любовь поражала его несколько раз. Ради нее он всегда совершал безумные поступки, о которых, может быть, и сожалел впоследствии, но изменить себе не мог. Кто же они, женщины Булгакова, прошедшие с ним по нелегкому жизненному пути и навсегда оставшиеся в его великих произведениях? Наш рассказ о женах писателя, каждая из которых долгие годы была для Михаила Афанасьевича тем ангелом-хранителем, который спасал и продлевал его жизнь. 3 жены было у Михаила Булгакова. Причем для первой жены он был первым, для второй – вторым, для третьей – третьим. А у каждой из жен было 3 мужчин, 3 судьбоносные встречи. Михаил Афанасьевич родился 15 мая 1891 года в семье профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. Семья была многодетная, состоящая из 7 детей и дружная. Позже Михаил Булгаков не раз вспомнит о беспечальной юности в красивом городе на Днепровских кручах, об уюте шумного и теплого родного гнезда на Андреевском спуске, сияющих перспективах будущего. Когда Михаилу было 16 лет, от болезни почек умер его отец. Материальное положение в семье сразу ухудшилось. Тем не менее, все дети продолжали учиться в гимназии, а через 3 года Михаил Булгаков стал студентом медицинского факультета Киевского университета. В мае 1910 года в доме подруги своей матери Миша знакомится с юной гимназисткой Татьяной Николаевной Лапа, или Тасей. Так называли ее близкие, которая приехала из Саратова погостить к тетке. Между молодыми людьми вспыхнуло взаимное чувство, настолько сильно, что когда закончились каникулы и им пришлось расстаться, они оба заболели. Через год Тася и Михаил объявили своим родителям, что решили пожениться. Родители с обоих сторон были против. Молодым негде жить. Михаилу нужно закончить учебу, ему не на что содержать семью. Но решимость влюбленных была столь велика, что родителям пришлось уступить. И в апреле 1913 года Михаил и Тася обвенчались.
Молодожены поселились отдельно от родителей Михаила на съемной квартире. Тася полностью посвятила себя мужу. Пока Михаил днем учился, а вечерами просиживал в библиотеке, штудируя труды по медицине, она занималась домом. Стремилась освободить его от всех проблем, чтобы не мешать учебе. Забота о муже стала смыслом ее существования. А через год после совместной жизни началась Первая мировая война. Лето 1914 года молодая семья провела в Саратове у родителей Таси. Михаил был оформлен в местный госпиталь медбратом. Он принимал раненых, делал им перевязки, а Тася кормила их. Повара давали ей 2 огромных ведра с едой, и она тащила их раненым на 5-й этаж. И так 3 раза в день. Весной 1916 года Михаил Булгаков окончил медицинский факультет и стал госпитальным врачом-хирургом. Он записался в Красный Крест и был определен в госпиталь недалеко от передовой. Вскоре он прислал Тасе телеграмму: «Приезжай». Тася стала работать вместе с мужем в госпитале медсестрой. Михаил почти целыми днями оперировал, а жена ему ассистировала. Раненые, страдающие люди стали его врачебным крещением. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет, никто, напишет он через несколько лет на страницах Белой гвардии. Но в прифронтовом госпитале они проработали недолго, всего месяц. Молодые врачи должны были в тылу заменить ушедших на фронт опытных коллег. Михаил Булгаков получил назначение в земскую больницу села Никольское Смоленской губернии. Маленькая земская больница была единственной на сотни километров в округе. Михаил Афанасьевич ежедневно принимал более 100 больных, и это не считая вызовов на дом. Хирургу по специальности ему приходилось и принимать роды, и лечить терапевтические заболевания и детские болезни. Выручали медицинские учебники и справочники. Практические навыки, конечно, приходили с опытом. Здесь Михаил Афанасьевич проявлял себя как блестящий диагност. Татьяна Николаевна во всем помогала своему мужу, работая в той же больнице медсестрой. Много было сложных и страшных случаев. Все это позже было описано в записках молодого врача. Но здесь же в молодой семье стали происходить размолвки. Сказалось постоянное нервное напряжение, усталость, бытовая неустроенность. В это же время начинается один из самых страшных периодов в жизни семьи Булгаков. Михаил Афанасьевич пристрастился к морфию. Однажды Михаил заразился от больного ребенка дифтеритом. Срочно сделали прививку. Но все равно началось осложнение, сопровождающееся сильными болями, которые снимали уколами морфия. Со временем Михаил выздоровел, но привычка к морфию осталась. С каждым днем требовалось все больше дозы. Достать морфий не составляло труда. Михаил Афанасьевич, будучи врачом, сам выписывал себе рецепты, заверяя их собственной врачебной печатью. Отоваривать рецепты в аптеках Смоленска должна была Татьяна Николаевна. И она делала это, скрывая все возрастающую тревогу, пока в одной из аптек ей однажды не сказали: Кого же лечит доктор Булгаков? Дозы все время увеличиваются. Тут похоже на развитие наркомании. Скажите доктору Булгакову, что морфий – опасная вещь, надо лечиться. Впрочем, аптекари города могут сообщить об этом случае в медицинскую управу. Доктора могут лишить печати. И все, прощай, медицина. Тася передала эти слова мужу, и он вдруг не на шутку испугался лишиться любимой профессии. С этого дня дозы стали постепенно уменьшаться. Все это время Тася пристально следила за Булгаковым, боялась рецидива, уговаривала его вернуться в Киев. Конечно, было страшно, безмерно тяжело, но она спасала мужа, не зная, что сохраняет для мировой литературы будущего классика. Позже в рассказе «Морфий» Михаил Афанасьевич опишет свою болезнь и свое выздоровление, напишет о роли жены в
победе над болезнью и о ее собственном состоянии. Она желта, бледна, доконал я ее, доконал. Да, на моей совести большой грех. Пока вчерашний студент стремительно взрослеет, превращаясь в решительного и опытного земского врача, в России начинаются события, на много десятилетий вперед определившие ее судьбу. Отречение царя, февральские дни, наконец, Октябрьский переворот 1917 года. В марте 1918 года Булгакова возвращается в Киев. Через год покрываются волны белогвардейцев, петлюровцев, немцев, большевиков, националистов Гетмана, Скорповского и вновь большевиков. То, что творится в родном городе, производит на Михаила гнетущее впечатление. Он говорит жене: Иногда мне кажется, что самое страшное на земле чудовище – это человек. Вскоре Михаила мобилизуют на фронт. В качестве военного врача вместе с отступающей добровольческой армией он отправляется на Северный Кавказ. Вскоре к нему присоединяется Татьяна Николаевна. Пережитые за это время тревоги, сомнения, душевные муки воплотились впоследствии в романе «Белая гвардия». Так или иначе, но разгром Белой армии весной 1920 года Михаил и Татьяна восприняли как катастрофу. И, может быть, они и оказались по числе иммигрантов, покидавших в те дни Россию. Не случись Булгакову тяжело заболеть сыпным, а потом возвратным тифом. Тася не отходила от него, выхаживая день за днем. Болезнь стала началом перелома в судьбе Михаила Булгакова. Поправившись, он не вернулся к врачебной практике и ушел в журналистику и литературу. У него рождается замысел «Дней Турбиных» и «Белой гвардии». Михаил Афанасьевич пишет несколько пьес, которые ставятся на сцене Батумского театра. Но карьера провинциального драматурга его не устраивает. Он мечтает о переезде в Москву и в 1921 году воплощает свою мечту. Однако в Москве семью Булгаковых никто не ждал. Приходилось светиться по чужим углам. Катастрофически не хватало денег, не было возможности купить самое необходимое. Перелом в творческой жизни Михаила Афанасьевича начался в 1924 году с публикации сборника «Девальяда». Она и материальные дела поправила, и, главное, привлекла внимание литературных кругов. Уверенность писателя в себе сопровождалась переменами в его частной жизни. Увеличивается круг знакомств, из их числа видимых ученых и деятелей культуры. Иной становится среда, в которой он выращается. Видимо, с этим связано и то, что он увлекся другой женщиной и расстался с Тасей, с которой они прожили 11 лет. Однажды он пришел с бутылкой шампанского и сказал: «Простимся». Узнав об этом, сестра Михаила Надежда Афанасьевна резко осудила его. «Ты вечно будешь виноват перед Тасей». Татьяна Николаевна вскоре покинула Москву и уехала на юг страны. На долгие годы в ней осталась обида на Михаила, которого она так и не смогла простить. В последние месяцы своей жизни писатель хотел увидеть ее и попросить прощения, но она так и не приехала к нему. Много лет спустя, после смерти Михаила Афанасьевича, когда роман «Мастер и Маргарита» впервые вышел в Советском Союзе в журнальном, сильно урезанном варианте, Татьяна Николаевна прочла его. Она увидела, что в Маргарите присутствует много ее собственных черт. У героини ее отчество Николаевна, но главное, по роману разбросано много упоминаний о событиях, известных только им с Михаилом. Тогда она поняла, что Михаил Афанасьевич никогда не забывал ее. Тася, наконец, простила его. И до конца жизни ее любимой цитатой из романа стала фраза: Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей верной вечной любви? Настоящая любовь всегда бывает единственной. Моя мансарда здесь, на 5-м этаже, где сквозь гардины в дом перетекает небо.
где звезд не сладкое и желтое драже, как крошки колки ржаного хлеба. Приветствую тебя, судьба! Учу, как алфавит, азбуки веди, хоть и карает жизнь неправедным глаголом, мир столько отобрал у бедных Маргарит, что не поможет ни Иешуа, ни Воланд. С Любовью Евгеньевной Белозерской Михаил Афанасьевич познакомился случайно на одной из литературных вечеринок. Она была женой известного журналиста, прекрасно образованная, владеющая иностранными языками, смелая, решительно находчивая женщина. Любовь Евгеньевна стремилась быть в центре культурной жизни столицы. Была знакома со многими писателями, поэтами, музыкантами. Хорошо разбиралась в литературе. На Булгакова она обратила внимание сразу же, тем более, что с некоторыми его произведениями она была знакома по публикациям в русскоязычной берлинской газете «Накануне». Ей импонировал необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой незатейливый юмор. Похвалы, расточаемой красивой, эффектной женщине, к тому же вращающейся в писательских кругах и весьма искушенным в литературе, вскружил Булгаков. Вдохновленный ее комплиментами, он посвящает Белозерской только что написанный роман «Белая гвардия». Любовь Евгеньевна к этому времени была уже разведена. Встречи с Михаилом Афанасьевичем становятся все чаще. После расставания со своей первой женой в 1924 году он регистрирует свой новый брак с Любовью Евгеньевной. Она верила в искрометный талант Михаила Афанасьевича, который, несомненно, пробьется, нужно только подождать. И ожидания ее были не напрасны. Михаил Булгаков работал фельетонистом в газете «Гудок», а параллельно писал серьезные вещи – пьесу «Дни Турбиных», повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце», который посвятил Любови Евгеньевне. Казалось, писателю пришел долгожданный успех. «Дни Турбиных» принял в постановке Московский художественный театр, и она с неизменным успехом была в репертуаре в течение многих лет. Московские театры борются друг с другом за пьесы Булгакова. Вскоре печатается повесть «Роковые яйца», готовится к печати «Собачье сердце», но именно в связи с этой повестью Михаил Афанасьевич привлекает внимание ГПУ, Государственного политического управления. Булгаков давно числился в ГПУ на подозрении, и выход в свет повести, содержащие острую сатиру на существующую власть, разумеется, не могла допустить. В квартиру Булгаковых нагрянули с обыском. Искали рукопись повести и, найдя два напечатанных на машине экземпляра, изъяли их, а также дневник писателя. С тех пор Булгаков больше никогда в жизни не вел дневник. Любовь Евгеньевна в это время записывает в своем дневнике. Это остракизм, пока еще не полный, которому подвергается творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. Ее опасения оправдались. Удар следовал за ударом. В театрах одну за другой снимают с репертуара пьесы Булгакова. Исключение «Дни Турбиных». К этой пьесе питал какую-то странную слабость сам Сталин. Он побывал на этом спектакле десятки раз. За писателем установлена слежка. Его вызывают на допросы в ОГПУ. Эти допросы на Лубянке ошеломили и оскорбили писателя. Воспоминания о них стали материалом для описания в романе «Мастер и Маргарита» сцены допроса Иешуа Понтием Пилатом. В прессе одна за другой появляются разгромные статьи, в которых сам Булгаков и его творчество всячески обливают грязью. Михаил Афанасьевич собирал вырезанные из газет пасквили и карикатуры на самого себя, специальный альбом. Рядом с очередной вырезкой он делал краткую запись. 1927 год, ноябрь. Травля продолжается. На вопрос жены, зачем он тратит на это время, силы и нервы, он отвечает: для истории, чтобы знать. Сейчас этот альбом со своеобразной летописью
травли великого писателя хранится в музее Булгакова, который почитатели его таланта создали в той самой нехорошей квартире номер 50. В семье начинаются материальные проблемы. Приходится продавать самое дорогое для Михаила Афанасьевича – книги, в том числе собрание сочинений любимого Гоголя в златообрезном переплете. Однако Любовь Евгеньевна, привыкшая сорить деньгами и носить заграничные туалеты, не желает мириться с нищетой. Она донашивала привезенные из-за границы платья, постоянно перенашивая их, но постоянно толкала Булгакова на борьбу, заставляя его одно за другим писать письма в правительство. Михаил Афанасьевич пишет и пишет, не получая на свои письма никакого ответа. Эта борьба отнимает у писателя массу времени и сил. Наконец, он пишет самому Сталину. «Я не позволил бы себе беспокоить вас письмом, если бы меня не заставила сделать это бедность. Средств к спасению у меня не имеется». Ответа на это письмо писатель тоже не получил. Но через некоторое время в квартире Булгаковых раздался телефонный звонок. Звонил секретарь Сталина. «С вами сейчас будет говорить товарищ Сталин». Результатом этого разговора стало возвращение Булгакова в художественный театр в качестве режиссера-консультанта. Забитому, затравленному, полуголодному писателю была сохранена жизнь. Однако это вовсе не означало, что власти признали опального писателя, и он получил возможность спокойно работать. ОГПУ продолжали вести дело Булгакова, готовясь устроить большой показательный судебный процесс над ним и другими писателями. Его произведения по-прежнему не издаются. Он может только выступать консультантом при постановке собственных пьес. Работа в театре лишь немного поправила материальные дела семьи Булгаковых. Тем не менее, Любовь Евгеньевна, привыкшая к активной светской жизни, отнюдь не желала соизмерять свои траты заработком мужа. Это вносило все большую напряженность в отношении супругов. Однажды Любовь Евгеньевна после очередной вечеринки у друзей сделала в своем дневнике запись. За столом сидела хорошо причесанная интересная дама, Елена Сергеевна Нюрнберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей. Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой Булгакова. Елена Сергеевна понравилась Михаилу Афанасьевичу сразу, но уйти от жены безосновательно Булгаков не мог. Любовь Евгеньевна оставалась в его жизни еще долгое время. Решиться на второй развод Михаилу Афанасьевичу было нелегко. Одну близкую по духу, верную ему женщину он уже обидел, о чем сожалел до конца своих дней. Жизнь Спилозерская складывалась не так просто и без безумной любви, как с первой женой. Умная, интеллигентная женщина Любовь Евгеньевна жила своей жизнью, куда, без сомнения, входили в тревоги и работа мужа. Забота о нем, но не столь безраздельно она отдавала себя ему, как Татьяна Николаевна Лап. И некоторые ее увлечения, например, скачки, мешали работе мужа, нервировали и раздражали его. На долю Любови Евгеньевны пришлась пора наибольшего за всю жизнь Булгакова благополучия. Шумной известности, сатирических повестей, огромного успеха первых пьес, высоких гонораров. Когда же настало время новых испытаний, гонений, травли, запретов, разделить его мучения, послужить ему опорой в полной мере она не смогла. В ноябре 1932 года Булгаковы разошлись. Любовь Евгеньевна, как всякая оставленная женщина, была оскорблена, но сумела преодолеть в себе это чувство. И много лет спустя она написала воспоминания о Булгакове. Ей говорили: «Ведь не всегда Михаил Афанасьевич был к вам справедлив, а вы совершенно обошли это в своих воспоминаниях. Он так много страдал, что я хочу, чтобы мои воспоминания были ему светлым венком», — без колебаний ответила она. «Маргарита Николаевна,
Мне бы вашего терпения, чтоб оно перетянуло, словно нитью, в жизнь мою. Мне бы вашего умения после полного затмения не ступить, как не птянуло на чужую колею. Мне бы стать неуязвимой, чтоб не плакать понапрасну. Мне б любить и быть любимой так, как вы, и все сносить, жить мечтой неисполнимой, отвечать, что все прекрасно, и уйти, и быть счастливой, чудо ждать, но не просить. Истинным другом Булгакова самые трудные, самые невыносимые, приведшие на грань самоубийства дни, оказалась Елена Сергеевна Шиловская. Она приняла на свои плечи, быть может, большую часть его страшной ноши. Его креста стала его Маргаритой. Именно с нее он писал героиню своего знаменитого романа. Так же, как когда-то Тасе он сказал Елене Сергеевне: «Ты для меня все. Ты заменила весь земной шар». С Шиловской Булгаков познакомился в феврале 1929 года. К моменту знакомства Елене Сергеевне было 36 лет. У нее была прекрасная семья. Муж ее был молод, красив, добр, честен. Эти слова из «Мастера и Маргариты» вполне можно было отнести к Евгению Александровичу Шиловскому, видному военному, служившему начальником штаба Московского военного округа. У Шиловских было двое детей, Евгений и Сергей. Внешне семья выглядела благополучной во всех отношениях. Тем не менее, Елене Сергеевне, как и булгаковской Маргарите, чего-то не хватало в этой жизни. Она писала сестре: Мне иногда кажется, что мне еще чего-то надо. Все-таки я чувствую, что такая тихая семейная жизнь не совсем по мне. Ничего меня дома не интересует. Мне очень хочется жизни. Я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. И именно в этот период своей жизни Елена Сергеевна знакомится с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Между ними сразу же возникает взаимная симпатия, которая скоро перерастет в любовь. Елена Сергеевна писала подруге: Это было быстро, необыкновенно быстро, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь. Не меньший накал чувств испытывал и Михаил Афанасьевич. Он почувствовал в Елене Сергеевне женщину умную, страстную, готовую разделить с ним беды и радости, понимающую литературу, что было для него очень важно. Однако долгое время Елена Сергеевна оставалась лишь другом семьи Булгаков. Только в 1932 году Михаил Афанасьевич решился на второй развод и вступил в свой третий и последний брак. В честь этого события он подарил Елене Сергеевне ее любимый сборник с дарственной надписью «Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной последний полет». Булгаков имел все основания написать о последнем полете. У него уже началась та же самая болезнь почек, нефросклероз, которая свела могилу его отца. Будучи врачом, он трезво оценивал свое здоровье и приблизительно посчитал оставшееся ему время жизни, которое как раз хватает на последний полет. Болезнь усугубилась и внешними обстоятельствами. Михаил Афанасьевич был по-прежнему в опале, его книги не печатали, пьесы не ставили, а он сам находился под непрерывным наблюдением ГПУ. В страхе за свою жизнь и жизнь близких писатель сжег первые главы начатого романа «Консультант с копытом». Первого варианта романа «Мастер и Маргарита». В обстановке постоянной травли у Булгакова развивается нервное расстройство. Елена Сергеевна записывает в дневнике: У Михаила Афанасьевича очень плохое состояние. Опять страх смерти, одиночество, пространство. Однако не писать Булгаков не мог, хотя и не надеялся, что его творения когда-нибудь попадут к читателю и к зрителю. Именно в это время рождается театральный роман, пьеса «Кабала Святош», посвященная Мольеру, начат роман «Жизнь господина де Мольера».
Елена Сергеевна старалась во всем поддержать мужа. Она печатала под диктовку на машинке, что позволяло экономить на оплате машинистки. Вместе с ним обивала пороги различных инстанций, пытаясь добиться публикаций. При этом, сами находясь на волоске от ареста, Булгаковой хлопотали за репрессированных друзей. Но главным для Булгакова в последний период жизни становится роман «Мастер и Маргарита». Ухудшающееся с каждым днем здоровье вынуждало его торопиться. У осени моей разбойные повадки, пиратская печаль с летающей листвы, и мастер на волшебный лист тетрадки уже нанес название главы. Приступая к новой редакции романа, Михаил Афанасьевич указал на титульном листе: дописать раньше, чем умереть. Он диктовал роман жене, шлифовал отдельные сцены, фразы, уточнял свой творческий замысел. Терзаемый страшной болезнью, он практически еженедельно продолжал работать над уже готовым романом, мучившим его 10 лет. «Я погребен под этим романом», — признавался он, но тут же добавлял: «Что бы я мог написать после мастера?» Лишь за 3 недели до смерти, ослепший, измученный, непрерывными болями, Булгаков прекратил редактировать роман, взяв с жены слово, что произведение будет напечатано. За веком век придет эпоха, томление, блеск и нищета, но до последнего, до вздоха скрипишь пером о гладь листа. Не те легли в колоде масти, чума, разброд, огонь и смрад. Рукописи не горят, мастер, рукописи не горят. Сафронов. Вся дальнейшая жизнь Елены Сергеевны после смерти Булгакова превратится в нескончаемую упорную борьбу ради исполнения данного мужу обещания, а пока ее любимый Миша в жутких болях угасает на глазах. Но все эти дни, сквозь боль и муки, он не перестает признаваться ей в любви. За день до смерти, в минуту облегчения, он говорит ей: «Подойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай. Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной. Ты была самой лучшей женщиной в мире. Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя, и если мне будет суждено жить еще, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни. Ты любила мои вещи, я писал их для тебя. Любовь моя, моя жена, моя жизнь». 10 марта 1940 года Булгаков заснул, и так ровно и глубоко было его дыхание, что Елена Сергеевна поверила: свершилось чудо. Он поборол болезнь. Но вот по лицу прошла легкая судорога, и жизнь тихо-тихо ушла из него. Елена Сергеевна записывает: 10 марта 1940 года, 16 часов 39 минут, Миша умер. В эту трагическую минуту она сказала всего 2 слова: Миша умер. Все, конец света, конец счастья. Боль во всем теле, спазмы в горле. Приходили люди, соболезновали. Но почему-то никто не говорил, даже на панихиде, что умер гений. То ли боялись, то ли отчетливо не понимали этого. Но нашелся человек, поэт, творец, не менее великий, чем Булгаков, приславший ей письмо из Ленинграда. До Елены Сергеевны донесся трепетный голос Анны Андреевны Ахматовой, полный боли и сопереживания. Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения. Ты так сурово жил и до конца донес великолепное презрение. Ты пил вино, ты как никто шутил, и в душных стенах задыхался, и гостью страшную ты сам к себе впустил, и с ней наедине остался.
и нет тебя. И все вокруг молчит о скорбной и высокой жизни, лишь голос мой, как флейта, прозвучит и на твоей безмолвной трезине. Ох, кто подумать мог, что полуумной мне, плакальщице дней небывших, мне, тлеющей на медленном огне все переживших, всех забывших, придется понимать того, кто полный сил и светлых замыслов и воли, как будто бы вчера со мною говорил, скрывая дрожь смертельной боли. Всю оставшуюся жизнь Елена Сергеевна посвятила тому, чтобы произведения Михаила Афанасьевича были напечатаны, и постепенно его произведения обретали жизнь, но главный роман писателя был опубликован лишь через 20 лет после его ухода. А в 1966 году в журнале «Москва» в очень урезанном варианте, и успех романа даже с сокращениями был феноменальным. Елена Сергеевна в буквальном смысле слова выстрадала это издание. Писатель Виктор Пелевин вспоминает. Самое грустное, что я увидел у Елены Сергеевны, это журнал «Москва» с мастером. Одна старая почитательница Булгакова проделала колоссальную работу, восстановила все места, которые были выброшены из опубликованного текста, аккуратно подклеив их туда, где они должны были быть. Страшная картина. Мы видели израненных людей, разрушенные дома, сожженные села, опоганенные храмы, но видеть столь израненную книгу приходилось впервые. Елена Сергеевна не дожила до полного издания «Мастера и Маргариты» на русском языке, но еще при жизни полный текст романа вышел на французском, немецком, английском, чешском языках, так что эта героическая женщина сдержала свою клятву. В 1990-е годы, когда к нам, читателям, вернулась книга «Мастер и Маргарита», в подъезде, где когда-то жили прототипы ее персонажей, поклонники романа написали: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь того, чтобы ждать». Последняя любовь Булгакова осталась с ним и после его смерти. А может быть, его любовь вообще была единственной, только у нее были разные имена. Она сама, как звезда, светила ему в трудные времена, согревала добрым светом его душу, рождая его гениальном сознании выстраданное и незабываемое. Потому под обложкой каждой его книги — вечность. Вот и подошла к концу наша встреча. Надеемся, что вы узнали новые факты из личной жизни Булгакова, заинтересовались его творчеством и откликнулись на его призыв. А теперь позвольте поблагодарить всех наших участников мероприятия и пожелать всем успехов.